начинается в 863 году, когда моравский князь Ростислав посылает в Византию гонца с просьбой выслать миссионеров, которые составят алфавит для моравян. В 864 году Кирилл в сопровождении старшего брата своего Мефодия отправились в страну Моравию из города Солуни. Братья составили азбуку, учитывающую все фонемы славянского языка. Так появился старославянский язык, прямой предок русского. Кириллица включала 47 букв, и путь к современным 33 буквам был долгим и тернистым. Первыми из алфавита исчезли йотованные юсы, обозначавшие звуки «й» и «й». До XVIII века алфавит оставался без изменений, хотя многие звуки появлялись и исчезали. Петр I в 1708 году провел первую масштабную реформу, направленную именно на восстановление баланса между тем, что люди говорят, и тем, что пишут. Буквы греческого происхождения были отменены в первую очередь и заменены на обычные буквы или сочетание букв. Буква «кси» на сочетание «кс», буква «пси» на сочетание «пс», омега на «о», буква «от» заменена сочетанием «от». Именно в эпоху Петра юс малый превратился в знакомую нам букву «я». Официально введена в азбуку «э», хотя до этого она считалась вариацией буквы «е». 29 ноября 1783 года на заседании Российской академии княгиня Дашкова предложила использовать печатную букву «ё». На академическом заседании Екатерина Романовна Дашкова спросила у Державина, Фанвизина, Карамзина и прочих присутствующих, правомерно ли писать «ёлка» именно так, и неразумнее ли заменить диграф «и-о» на одну литеру «ё». Реформа языка 1917-1918 года долго обсуждалась и готовилась под чутким руководством Алексея Александровича Шахматова. В итоге, в соответствии с реформой, из алфавита исключались буквы «ять», «фита», «ишица». Вместо них употреблялись соответственно «е», «ф» и «и». Твердый знак на конце слов удалялся, что во многом облегчило жизнь русскому грамотному населению. И вот изначальные 43 буквы с присоединившимися 4 и исключенными 14 превратились в 33, наши, родные и знакомые. А какой трудный путь вел русский язык к такому компактному и удобному в написании алфавиту. И за каждой буквой стоит своя история, но это уже совсем другая история.